القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. Здравствуйте, Усама. Добро пожаловать в Чеченскую Республику. Мы рады вас приветствовать. Усама, как нам известно, вы приехали в регион буквально недавно. Расскажите, какова цель вашего визита? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я недавно приехал в Чеченскую Республику посмотреть своими глазами на происходящем в Чеченской Республике, потому что картину можно увидеть только своими глазами, смотря на обстановку в республике, в разных регионах. Конечно, я приехал и был удивлен то, что увидел, потому что никаких следов войны не осталось, все строится, дома все прекрасные, красивые, новые центры строятся, дороги идеальные, чистота и порядок на улице, народ доброжелателен, и не жалеют то, что приехал сюда. Вы приехали в Россию. Когда вы приехали и для чего? Я приехал из Ливана в 1997 году и учился в университете. Там и преподавали русский язык, и я уже владел этим языком. А потом в 1999 году мне хотелось приехать в Чечню в августе, но, к сожалению, в связи с начавшейся в то время войны не мог приехать в Чечню. И откладывалось это, думали, что через год, два, три, и не получалось. Когда я смотрел телевизор, там ходили репортажи о Чечне, что полная разруха там, порядок абсолютно нету, ничего нету для спокойной жизни. И я отказывал себе эту поездку в Чеченскую Республику. Но как только мне удалось приехать, я собрался, ни с кем не советуясь, приехал в Чеченскую Республику. На свой риск и страх. Оказалось, надо было давно приехать. Жизнь уладилась. Ничего не мешает человеку приехать в этой республике на отдых, на учебу. Я посмотрел университеты Чеченской Республики, и они все построены, хорошие корпуса. И советую всем, которые хотят на отдых, на учебу, на жизнь, приезжать в этой прекрасной республике с хорошим климатом. Вот это хочу сказать моим
знакомым и друзьям. А как вы только что отметили, вы приехали в Россию, но у вас было желание попасть именно в Чеченскую Республику. А откуда у вас интерес к этому региону? Мне интересно было посмотреть на республику. Вообще Северный Кавказ по своей природе, он похож на моей родине, Ливан, где присутствуют и горы, и море, и равнина. Этот край похож по климатической условии, похож на моей родине, Ливан. Поэтому я поменял одну родину на другую родину по имени Чечня. Усама, вы, наверное, знаете, что сегодня регион вызывает огромный интерес у жителей не только нашей страны, но и у людей из соседних стран. К нам приезжает огромное количество туристов, людей интересует абсолютно все. Их интересует эта красота, интересует преобразования, которые здесь произошли. Что интересовало вас? Мне интересно было, во-первых, посмотреть на Чечню, увидев эту картину, полный порядок. Она даже не уступает Москве по красоте. Живя в Москве, там, Подмосковье, поехав в разных городах Российской Федерации, я скажу, что Чечня не уступает ни одному городу по своей красоте, по своей природе. Зелень на улице, деревья, парки красивые, фонтаны, красивейший мечеть, который построен, Грозный Сити, который похож на Москва-Сити. И, конечно, спокойная обстановка, где можно в любое время ходить по улице, не опасаясь за свою жизнь, за себя, за своих родных. Никто никому не пристает. Полное спокойствие. Даже я бы хотел, чтобы такой порядок, который здесь находится, в Чеченской Республике, у нас был на своей родине. Поэтому желаю, чтобы этому краю только процветание было, спокойствие, и чтобы мир всегда был на этой земле. Вот вы приехали в Чеченскую Республику, впервые вступили на чеченскую землю. Поделитесь вашими первыми впечатлениями. Первое впечатление, я когда посмотрел на природу, когда выходил и посмотрел полный зелень, чистый аэропорт, мечеть рядом красивый. Поехали по машине, я посмотрел на город по сторонам и удивлялся красивому виду. Все здания, которые на обоих сторонах этой улицы, они и отремонтированы или новые. Ничего не говорит о том, что когда-то была война. Это удивляет любому человеку, потому что из пепла возродить город, наверняка это очень много времени, надо было усилий, труд. И, наверное, под руководством Рамзана Ахмадовича удалось этого сделать, хотя, несмотря на его возраст, он ровесник мой по возрасту, и я восхищен тому, что удалось молодому, талантливому человеку совершать такой пробег, сделать свою республику похожей на процветающие республики в любом мире. Усама, чеченский народ – это такой народ, у которого ярко выражена их приверженность к своим традициям и обычаям. Вы состоите в браке с чеченкой, насколько мне известно, и я думаю, что периодически ее приверженность к традициям своих предков как-то сказывается и проявляется на вашей семье. Что вам осознанно или неосознанно удалось перенять от чеченцев для себя? У чеченцев много хорошего в области связи между родными, даже разговаривая между собой, думаю, что все чеченцы, они родственники. И удалось взять того, что необходимо поддерживать родственные отношения, уважение к
тем обычаям, традициям, которые оставили предки, что необходимо передать этому молодому поколению. Давайте немного поговорим о вашей работе. Я знаю, что вы разработали свою методику преподавания арабского языка. А чем ваша методика отличается от других, насколько она эффективна и в чем секрет ее эффективности? Я уже более 10 лет учу арабский язык в Москве, в разных центрах. И удалось мне разработать метод, облегчает людям обучение. По моему методу любому человеку можно научить язык арабский. В отличие от старого метода, когда необходимо узнать все буквы, которые есть, 28 букв необходимо узнать для того, чтобы уже можно почитать. А я разработал метод, что можно с уже третьего урока можно и читать, и писать. Потому что метод состоит в том, что, смотря на буквы, они похожи по скелету, по написанию, начертанию, но отличаются в точках. И я вот этот метод использовал, и, альхамдулилля, удалось мне напечатать книжку, по которой я собираюсь учить здесь, в Чеченской Республике. Арабский язык, он язык для более 300 миллионов человек, и он язык Корана. В течение 3,5 месяца по 2 урока в неделю можно уже научиться писать, читать, Коран читать свободно, как человек, который уже окончил университет. Поэтому призываю приехать и изучать этот язык. Усама, мне бы хотелось, чтобы вы поделились с нами вашими планами на будущее. Насколько я поняла, вы их связываете с Чеченской Республикой. Я собираюсь оставаться на постоянно здесь, в Чеченской Республике. Я уже не хочу ни в какой город больше ехать, ни в какую Москву. Я хочу остаться в Грозном, потому что я себя чувствую спокойно. У меня спокойствие на душе появилось, когда я приехал в Чечню. И советую другим приехать, оставаться здесь, посмотреть на город, приехать на отдых, потому что есть оздоровительные центры в Чечне. Приехать, заниматься спортом. Для этого построены много площадей олимпийских, разные клубы. А вот как вы находите светскую жизнь и религиозную в республике? Насколько они развиты, по вашему мнению? Здесь существует светская обычная жизнь. Нету таких светских клубов каких-то я не видел, потому что я по таких местах не ходил. Их здесь нету. Я ходил в мечеть, я чувствовал прекрасную ауру этой мечети. Кто хочет следовать сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, кто хочет молиться, кто хочет совершать благодеяния, никто ему этого не мешает делать. В конце концов, народ мусульманский, и он следует своим обычным традициям, которые они не противоречат канонам ислама. Усама, напоследок, что бы вы пожелали чеченскому народу? Я хочу пожелать чеченскому народу мир, спокойствие, процветание. Еще желаю, чтобы народ чеченский не делился на разные группы, а воссоединился в один народ, чтобы были ногти все. Они был один из одного типа, другой из другого типа, другого региона, другой, чтобы были все вместе едины во благо своей родины и помогали друг другу. Вассаламу алейкум ва баракатуху.
Усама, спасибо вам за эту увлекательную беседу. Я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях и надеюсь, ваше пребывание в Чеченской Республике принесет удачу не только вам, но и чеченскому народу. Спасибо вам, всего доброго. Иншаллах, все у вас будет в порядке. Желаем вам добро, благополучия и всего хорошего. Ассаламу алейкум. Спасибо вам.